В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Опасный объект. В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания. Спасатели ведут поиски 11 человек. Плодотворное сотрудничество и инвестиции. Японская компания и власти Якутии обсудили газохимические проекты. 22 медали, второе место в командном зачете 45-го чемпионата мира WorldSkills. Среди лучших россиян оказался и студент из Якутии. Восстановить популяцию осетра в реках Якутии, за счет чего Министерство экологии региона намерено достичь цели. Очередной триумф якутского кино. Фильм «Надо мной солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил гран-при фестиваля. Свисток и первый символический удар по мячу. Футбольную площадку на городском стадионе с искусственным покрытием открыли в Алданском районе. Обрушение реконструируемого здания произошло в Новосибирске. По данным экстренных служб региона, в тот момент на объекте работали 12 человек. Одного сотрудника извлекли из-под завалов. Ведутся поиски еще 11 рабочих, передают известия. По предварительным данным, один рабочий погиб, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее в МЧС сообщили, что нашли тело еще одного рабочего. Сейчас разбор завалов по-прежнему продолжается. Как рассказали в администрации города, причиной обрушения могло стать сползание грунта. Количество отравившихся в ресторанах столицы увеличилось до 54 человек. Почти у половины пострадавших медики диагностировали сальмонеллез. Неудивительно, ведь в сети общепита, принадлежащие обществу «Сеул», работников брали на работу без медицинских документов. Что уж там говорить о нарушении правил личной гигиены. Сусанна Рожна продолжит. Август – золотая пора свадеб. Молодожены заранее, за несколько недель, а то и месяцев бронируют банкетные залы, где пройдет торжество. И никто не ожидает, что после праздника родные и близкие попадут в больницу. Но такое случилось с гостями сразу нескольких свадеб, которые прошли в банкетных залах ООО «Сеул» в Якутске. С коллегами прошлую неделю, в субботу, пошли праздновать свадьбу коллеги. И после свадьбы, где-то в воскресенье, на следующий день вечером у меня поднялась температура до 40, по-моему, или до 39. Был сильный озноб и с постели не мог подняться. На свадьбе все блюда перепробовал. Там были мясные, с яйцами, салаты всякие. Такое. У всех госпитализированных одинаковые симптомы. Высокая температура в течение нескольких дней, рвота, расстройство желудка, слабость и диагноз один на всех – сальмонеллез. При этом в ходе проверки в самих ресторанах обнаружен целый ряд грубых нарушений. Начиная от работников, что работники работали без медицинских документов, по найму одноразово работали, можно сказать, с улицы, работали. И полный комплекс нарушений технологического процесса, работали без технологических карт, без инструкций, с полным нарушением, можно сказать, правил личной гигиены на объекте. На данный момент по итогам внеплановой проверки все материалы направлены в суд. Роспотребнадзор требует временно приостановить деятельность предприятия на 90 суток. Потерпевшие будут подавать гражданские иски на ООО «Сеул» на возмещение материального и морального ущерба. За консультациями и юридической помощью они могут обращаться в управление Роспотребнадзора. Специалисты наши вам помогут полностью составить исковое заявление и выступить в качестве третьего лица на суде. Вот так запросто испорченные продукты могут испортить важное торжество. И самое главное – нанести существенный вред здоровью людей. И вот уже гости запоминают не саму свадьбу, а только ее негативные последствия. Сусанна Рожна, Семен Семенов, Якутск. Все силы Ленска брошены на реализацию программы по переселению. В городе, где аварийный жилфонд самый большой в республике, в администрации увеличили количество специалистов, занимающихся переселением. Арсений Николаев еще весной, посетив Ленск, дал соответствующее поручение. Как выполняются указы главы республики, узнавала Анна Кожевникова.
К новому 2020 году владельцы 214 аварийных квартир в Ленске станут обладателями нового жилья. Долгожданным станет переселение полублагоустроенных домов в самом центре Ленска, напротив администрации города и района. В ходе майского визита главы республики именно у жителей этих домов было много вопросов. Вы людей-то здесь не обижайте. Им надо оценку делать, на самом деле. Знаешь, у меня оценку делали на аварийных домах некоторых по 100 тысяч рублей квадратный метр. Поэтому мы, наоборот, со стройщиком ругались, зачем вы завышаете так стоимость. Тогда глава республики дал поручение мэру Ленска усилить информационную работу с собственниками и нанимателями аварийного жилья. Сегодня сотрудники отдела ведут всестороннюю работу с жильцами аварийного жилфонда. Готовят информационные листовки, проводят собрания, работают индивидуально с каждым. Корректировка данных, то есть запрашиваются сведения с Росреестра, то есть по площади, по комнатности жилых помещений. Отрабатываем проблемные квартиры, а также по телефону мы отрабатываем даже с теми гражданами, которые находятся за пределами республики. Также нас просили запрашивать информацию по собственникам, то есть это касается только собственников жилых помещений. Есть ли у них и членов их семьи в наличии иная недвижимость даже за пределами РСЯ. Из 180 семей во вторичное жилье хотят переехать 73. Для них сегодня закупаются квартиры. Программа предусматривает приобретение жилья на вторичном рынке стоимостью не дороже 58 тысяч рублей за квадратный метр. Но есть ряд определенных требований. Это должно быть каменное жилье. По санитарным техническим нормам должны соответствовать всем требованиям. Сегодня мы осмотрели 5 жилых помещений. Есть замечания, все замечания у нас актируются и предоставляется собственникам. Дается срок определенный для устранения данных нарушений. 27 собственников жилья желают получить компенсацию. Оценку владельцы аварийных квартир берут полностью на себя. Компенсация будет выплачена в течение 30 дней после перерегистрации права собственности. Для составления соглашения граждане приносят справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, электроэнергию, также справку о зарегистрированных лицах. На сегодняшний день 6 соглашений у нас уже подготовлены. Также проходят аукционы на приобретение квартир в новых домах. По предварительным данным, на будущий год продолжит сносить ветхие дома в центре и оставшийся аварийный жилфонд на Мелиораторов и Объездной. По всем вопросам жители аварийных домов могут обращаться в отдел по переселению, расположенный по адресу Аюнского, 21А. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Японские компании заинтересованы в газохимических проектах Якутии, в частности, по глубокой переработке газа. Об этом шла речь в ходе встречи с заместителем председателя правительства республики Кириллом Бычковым. Японские инвесторы готовы рассмотреть якутские проекты, чтобы на площадках Восточно-экономического форума в сентябре уже более предметно обсудить с руководством двух стран. Кроме того, стороны обсудили поставки медицинского оборудования из страны восходящего солнца для национального медцентра и республиканских больниц. Для этого японская сторона предлагает создать совместную лизинговую компанию. Для проведения более эффективной работы нам, конечно, требуется предварительное исследование по каждому из проектов совместного взаимодействия и выбрать наиболее выгодный для наших сторон план реализации. В частности, вот мы можем говорить об основании поставок глубокой переработки природного газа на территории республики, которые мы, наверное, как раз сегодня и готовы будем с вами обсудить. 22 медали и второе место в командном зачете. Таковы итоги участия сборной России на 45-м чемпионате мира WorldSkills. Церемония закрытия прошла в Казани. Ее можно увидеть сегодня в 20 часов 30 минут на нашем телеканале. По итогам выступления сборной России президент страны высоко оценил результаты наших ребят. Президент выразил уверенность, что одержанные победы на соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни молодых профессионалов. Напомним, что одну из серебряных медалей взял якутянин, студент Северо-Восточного федерального университета. Она стала первой в истории региона за все время участия в WorldSkills. Подвели итоги плодотворной работы в эти дни участники смены «Я инженер». 21 день в центре «Сосновый Бор» более 300 ребят разных возрастов воплощали проекты, идеи и находили единомышленников. Участники побывали на различных предприятиях и объектах инженерно-технической отрасли. Также в рамках смены прошел дальневосточный конкурс «Я инженер». Основная же цель смены – формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде и популяризация инженерно-технических специальностей.
Традиционно это работает по нескольким направлениям. Это и медицина, это и пищевая промышленность, это и экология, это и инженерные решения, да? Это и музыка, это и артс, искусство. Очень приятно, что мы создали условия, именно условия для той среды, в которой дети, во-первых, и воспитывались, и обучались, вышли мотивированные. И я думаю, многие дальше в своих школах уже продолжат данный почин, начинания, инженерные какие-то решения. Поэтому да здравствует я инженер. На торжественном закрытии смены состоялась первая презентация проектов и парад команд разработчиков. Среди лучших проектов из числа детей на закрытии рандомным путем разыграли ценные призы. В групповом голосовании победителем дальневосточного конкурса «Я инженер» стал лидер команды направления питания, ученик Намской гимназии Никита Эверстов с проектом «Портативный холодильник-нагреватель». Наш совместный проект был портативный холодильник-нагреватель. Он представляет из себя два отсека, в котором одна сторона является холодной стороной, а вторая – это горячая сторона. А также у нас было еще два дополнительных проекта. Это набор посуды, то есть сковорода самонагревающаяся и крышка-перемешалка. Вот наш проект. А мой личный проект – это передача Wi-Fi сигналов на дальнее расстояние, более 20 километров. Таким образом, мы планируем соединить труднодоступные места с собой между Wi-Fi связью. Это намного дешевле, чем проводить оптоволоконную связь. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Восстановить популяцию осетра в реках Якутии, за счет чего Министерство экологии региона намерено достичь цели. Очередной триумф якутского кино. Фильм «Надо мной солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил гран-при фестиваля. Свисток и первый символический удар по мячу. Футбольную площадку на городском стадионе с искусственным покрытием открыли в Молданском районе. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях уходящего дня. Восстановить популяцию осетра в реках Индигирка и Колыма намерено Министерство экологии региона. Ранее в реку Вилюй выпустили мальков. Булунские особи осетров были завезены в поселок Чернышевский Мирнинского района. После того, как осетры успешно адаптировались к искусственным условиям содержания, Росрыболовство включил их в Федеральный реестр маточных стад. В июне этого года полученная из них прижизненным способом икра проинкубирована и дала маленьких осетрят. В планах ведомства также искусственное воспроизводство в водоемах Якутии и других ценных видов рыб. Это чир, муксун и нельма. Сегодня для Якутии большое событие. Сегодня впервые в истории выращенная молоть сибирского осетра, мальки сибирского осетра выпускаются в реку Вилюй. Мы долго шли к этому, и была проделана с прошлого года большая работа и федеральными, и республиканскими природоохранными структурами. На уровне муниципальных образований был принят ряд решений. Большая поддержка была оказана со стороны промышленных компаний, в первую очередь компания «Алроса». И вот на Чернышевском рыбзаводе удалось вырастить несколько десятков тысяч мальков сибирского осетра. И сегодня они вот здесь, в районе Верхневилюйска, на границе Верхневилюйского и Вилюйского улуса, выпущены. Селфи с подсолнухом как бренд Якутии. Именно поле в Хангаласском районе стало самым популярным местом в регионе для фотографирования тем летом. Однако же цель выращивания подсолнухов не декоративная. Ульяна Шагина пообщалась с учеными из Института естественных наук. Подсолнухи – это дети солнца. Эти красивые растения тянутся к теплу и солнцу. Тем не менее, оказывается, и в нашем суровом крае можно посадить вот такую вот красоту. Это место сегодня знакомо многим горожанам. Страницы социальных сетей сегодня пестрят красивыми фотографиями из подсолнечного поля. Здесь в день бывает около где-то 10 машин, когда мы даже во время этой работы. Они, конечно, вытаптываются, да, вот подсолнечники, там наши растения. Конечно, мы ничего не говорим, просто там предупреждаем, чтобы закрыли изгороди, да, за собой закрывали. Помимо подсолнухов, здесь же растут и другие кормовые культуры. Овес, проса, амаран, суданская трава, горох и кукуруза. А также ряд кормовых корнеплодов – турнепс, брюква и свекла. Всего около 20 различных видов. Посадкой и изучением пробных семян ученые занимаются с 2009 года. И сегодня уже можно говорить о видимых результатах.
Высота вот высеянной кукурузы, который был посеян 1 июня, данное время достигает до 2,5 метра. Изучаем биометрические измерения, фенологические наблюдения, густоту стояния растений. Изучаем химический состав, питательную ценность и переводим на экономическую эффективность. Вот. Второй год подряд ученые занимаются смешиванием кормовых культур. Высаженные на одном поле овес и кукуруза обогащают почву. Работают только вручную. С сентября начинаются уборочные работы. Весь корм уйдет на заготовку силоса для фермерских хозяйств. Это очень трудоемкая работа. Мы здесь все засеяли вручную. Все здесь делается, у нас 8 всего сотрудников. И все мы сами высеваем, и прополка делается. Все это вручную. По словам ученых, итогом этих трудов должен стать переход крупного рогатого скота на сбалансированное питание. Удой молока повысится от 1,5 до 4 тысяч тонн в год. Улучшится и общее физическое состояние буренок. Активная работа ведется и с фермерскими хозяйствами Якутии. Сегодня опыт ученых института по выращиванию зеленых культур внедряют в Сунтарском, Амгинском, Хангаласском и Усть-Алданском районах. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Фильм «Надо мной солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил гран-при фестиваля этнического кино «Серебряный Акбузат» в Уфе и 1 миллион рублей. Награду победителю вручил председатель жюри, народный артист Сергей Шакуров. Картина была признана победителем в номинации «Социальное и мотивационное кино» среди полнометражных лент. Напомним, фильм рассказывает историю молодого человека, который старается отвлечь старика, с которым его свела судьба, от мыслей о скорой смерти. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его дочь. Другой фильм якутского кинорежиссера Дмитрия Давыдова «Нет Бога, кроме меня» презентовали в Доме кино в рамках Московского кинофестиваля «Будем жить». Это был премьерный показ новой драмы. Картина уже получила специальный приз из жюри «Лучшая мужская роль» кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Главные роли сыграли актеры Сахатеатра Петр Садовников и Зоя Багананова. Любая трагедия, она может также объединить, сплотить семью. Поэтому это фильм о том, как важно относиться к семье, как важно понимать, что самое главное в жизни каждого человека – это семья, родители. Вот. И поэтому мы очень рады этот фильм представить на нашем фестивале. Желаем Дмитрию успехов, удачи. Не знаю, жюри уже оценит работы. Но, собственно говоря, наверное, самое доточное жюри – это зритель. Вот сегодня первый раз этот фильм будет показан в Москве. Мы желаем удачной московской премьеры фильму. Церемония награждения победителей кинофестиваля «Будем жить» состоится 31 августа в Москве. В конкурсной программе представлено 50 фильмов молодых режиссеров со всей России и 50 картин вне конкурса. Работа Дмитрия Давыдова представлена в номинации «Полнометражные фильмы». Премьера кинокартины в Якутске состоится 12 сентября. Между тем, сегодня актеры Русского драматического театра имени Александра Пушкина встретились вместе, чтобы обсудить предстоящие спектакли и гастроли. Скоро стартует новый театральный сезон. Какие планы у команды и каких премьер ожидать в новом сезоне, расскажет Ольга Башук. Уже в это воскресенье, 1 сентября, сезон откроет полюбившийся многим спектакль «Барышня-крестьянка». А с 6 сентября зрителей ждут «Очи черные», «Капитанская дочка» и комедия «Тетки». По работе, я думаю, соскучились. Отпуск прошел хорошо. Вот вроде предстоит интересный сезон. Начнем его практически сразу с гастролей в Магадан. Гастрольный тур в Магадане начнется 18 сентября и продлится до 2 октября. В последний раз Русский драматический театр был там на гастролях в 1988 году. В этот раз выезжает практически вся труппа, это более 50 человек. В репертуаре обширная программа. Здесь у нас довольно-таки серьезная программа, уже аплодированная. Это и «Два берега одной победы», это «Капитанская дочка», «Барышня-крестьянка», это «Очи черные», это комедийные спектакли «Тетки», «Без паники, сеньоры». Детский репертуар тоже не остался без внимания. Это «Бременские музыканты», это «Приключения Буратино».
По словам директора, гастроли планировались двусторонние, но в этом году магаданская труппа к нам не приедет из-за финансовых трудностей. И по этой же причине в период гастролей спектаклей в драмтеатре не будет. Но уже с сентября из Санкт-Петербурга приедет художник-постановщик Владимир Мартиросов и начнет подготовку к премьерной постановке. Чтобы у нас цеха работали, как раз период, когда будем находиться в Магадане, будет готовиться декорация к этому спектаклю. Новое название будет «Сильно влюбленный таксист». Это комедия положений. Я думаю, она придется по душе зрителям. Премьера должна состояться уже 15, 16-17 ноября. А сразу же после этой премьеры начнется подготовка к еще одной, на этот раз детскому спектаклю «Бременские музыканты». Постановка запланирована к новогодним праздникам, ей займется команда из северной столицы. Но не только о спектаклях говорили на сегодняшней встрече. Работники театра поприветствовали нового актера. Поступило предложение от художественного руководителя Якутского театра, которое год мне пришлось колебаться, но спустя год я принял такое решение приехать сюда. Хороший коллектив, достаточно большой, профессиональный. Почему бы не поработать, не обменяться опытом, скажем так. В мае следующего года русский драмтеатр примет участие в конкурсе фестиваля «Новосибирский транзит». В ноябре экспертная комиссия приедет в Якутск, чтобы оценить 3 заявленных на участие спектакля. Ольга Башук, Григорий Николаев, Якутск. Один из самых крупных киберспортивных турниров с призовым фондом 34 миллиона долларов недавно завершился в Шанхае. Команда OG с участниками из разных стран стала первым двукратным чемпионом 9-го International по компьютерной игре Dota 2. А в Якутске уже в следующем году планируется проведение Кубка России по киберспорту. Подробности в сюжете Андрея Мухаплева. На прошлых выходных завершился один из самых крупных киберспортивных турниров с рекордным призовым фондом в 34 миллиона долларов. Первым двукратным чемпионом 9-го International по Dota 2 стала сборная команда OG с участниками из разных стран. За победу они получили 15 миллионов долларов. Турнир прошел в Шанхае с 15 по 25 августа на Mercedes-Benz-арене. 20-тысячный стадион был переполнен. За финалом игры в онлайне следили свыше 3 миллионов пользователей, не считая китайских платформ. Участие в мировом первенстве приняли 18 лучших команд мира. Нашу страну представляла команда Virtus.pro. Dota 2 – игра в жанре многопользовательская онлайновая боевая арена, в которой соревнуются 2 команды по 5 игроков. Каждый из них управляет своим героем с уникальным набором характеристик и умений. Задача команды – разрушить базу соперника. Ну а International – это крупнейшее мероприятие по Dota 2, организуемое разработчиком игры – компанией Valve. Tyrant in these 2 years, and now in the grand finals. Ladies and gentlemen, it's OG! Индустрия киберспорта демонстрирует уверенный рост. Если в 2010 году объем рынка составлял 121 миллионов долларов, то в 2015 году произошел резкий скачок до 615 миллионов долларов. По прогнозам экспертов, в 2020 году сумма увеличится почти до 2 миллиардов долларов. Чемпионаты по компьютерным играм собирают все больше участников и зрителей, а призовые фонды существенно растут вместе с интересом инвесторов. К слову, британские BBC уже транслируют матчи по различным дисциплинам. То есть в киберспорте все как в обычном спорте. Многочасовые тренировки, фанаты, спонсорские контракты. Только соревнования моделируются в виртуальном пространстве. К слову, в 2016 году киберспорт в России официально признали видом спорта. Свыше 15 лет посвятил любимому делу Алексей Урсакий, ветеран якутского киберспорта. По его словам, у Якутии есть все предпосылки, чтобы развивать виртуальное мастерство. Благодаря климатическим особенностям многие любители видеоигр проводят за ними долгие зимние вечера. Алексей является многократным победителем и призером всероссийских турниров по Counter-Strike. Выиграли квоту в городе Владивосток. И как представитель Дальневосточного федерального округа мы отыгрывали в Москве на российских финалах. Вошли в топ-8, но мы обыграли сильнейшие команды, которые сейчас выступают на мажорах. То есть мы их выиграли, можно сказать, без шансов даже. И когда-то мы их обыгрывали, но недоразвитость нашего региона привела к тому, что они получили какие-то контракты, организации, и далее развивались, выступали, а мы наоборот вниз скатывались и ничего
особо у нас не вышло. Федерация компьютерного спорта в Якутии была создана в 2002 году Арсеном Томским. Сейчас современными технологиями активно заинтересован председатель правительства Владимир Солодов. Он отмечает, что киберспорт может принести большую пользу Якутии. На сегодняшний день по республике, по данным Министерства спорта, официально зарегистрированы 10 тысяч киберспортсменов. Недавно на стратегической сессии в правительстве Якутии был разработан план развития киберспорта вплоть до 2024 года. Так, ближайшее крупное киберспортивное событие в Якутии пройдет в начале октября. Это отборочный этап Кубка России, который пройдет также в Якутске уже в следующем году. Ну а в дальнейшем планируется проведение даже чемпионата мира с участием легенд и звезд киберспорта. Ведь если в среднем за одним профессиональным игроком следит около 10 миллионов человек, то чемпионат мира в Якутии в режиме онлайн – это уже контент мирового масштаба. На данный момент сейчас будет Кубок России в этом году. Мы формируем команду по Доте 2. Сейчас есть юный игрок, 15-летний. Он, получается, у нас входит в топ-300 мира. И мы на него большие надежды питаем. И сейчас будем помогать, способствовать, чтобы он сформировал команду, и они выступили достойно. Эксперты отмечают, видеоиграми в основном увлекаются подростки и дети. Они не стремятся к достижениям в киберспорте, а зачастую просто весело проводят время. Тогда как жизнь профессионального киберспортсмена – это дисциплина, режим и все прочие аспекты профессионального спорта. И так же, как и в спорте, без этого упорного труда успеха не достичь. Футбольную площадку на городском стадионе с искусственным покрытием открыли в Тамоте. Первый символический удар по мячу перед товарищеским матчем сборных Халдана и Тамота на новом стадионе нанес глава Минспорта Якутии Иннокентий Григорьев. Игра закончилась со счетом 5-1 в пользу хозяев. По словам министра, рядом со стадионом уже строится открытый хоккейный корт. Его запустят в следующем году. А в Якутске прошло первенство по парусному спорту на озере Сайсару. Участниками стали дети школьного возраста с 7 до 15 лет. Спортсмены боролись за звание лучших парусников. Яхты, на которых соревнуются дети, были построены ими собственноручно за лето под руководством опытных тренеров. Соревнования прошли в рамках памяти мастера спорта Советского Союза по парусному спорту Валерия Галсанова. Моя цель, да, в смысле, вот мы открыли Федерацию парусного спорта, занимаемся парусным спортом, да. Я раньше жил на северах, жена у меня тоже северная, Булунская, я в тех краях тоже жил. Там всегда дуют ветра. Ветра дуют день и ночь без остановки. Ага. А парус – это бесплатная энергия. Вот сейчас приезжают люди сюда с улусов, мы их подучиваем, ага, и они там будут по северам на своей лодке ставить парус. Такими событиями нам запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.